Одинце у нас в свое время был двухэтажный дом, была хорошая мебель по тому времени. И вот уцелевший один из предметов того обихода, вот этот самый книжный шкаф. Ну, в любом случае, ему 150 лет, может быть, даже будет и больше. Но до сих пор работают замки даже в нем. Как и в то далекое время. Ну, конечно, немножко шкаф имеет деформацию. Его нужно было покрыть лаком в свое время, но вместо того, чтобы покрыть лаком, его просто покрыли обыкновенной краской. Ну а так вот книжный шкаф, как он был, как служил, так служит и сейчас. Принадлежал моему прадеду. У дедушкиного отца, вот этот самый был двухэтажный особняк, ну, были кожевенные мастерские, было два магазина, как их называли лавки тогда, в то время. Одна была лавка шкалищная, где продавалось спиртное. Вторая лавка была с кабинных товаров, это как нынешний хозмаг. Полки я уже менял, потому что полки те уже были, ну, они уже были изношенные. По стопам святых апостолов. Санкт-Петербург, типография, Фиоловый, 1904 год. Начало века. Да, в хорошем состоянии, только немножко пожелтевшие страницы, так они как будто вчера отпечатаны. И хорошие были гравюры. Хорошие, ну как что не цветные, а черно-белые в то время они были. Стихотворения, которые помещены на духовную тему. То есть у вас помимо христианской литературы православной есть и классическая литература? Ну да, ну конечно. Следующая книга. Письма о богослужении Восточной католической церкви. Знаменитый Муравьев апостолов. Санкт-Петербург, синдальная типография, 1894 год. Часть книг наших была. У купца Боровикова некоторые книги здесь есть. У купца Галактиона Слободчикова. Толкование послания святого апостола Павла к Ефесеям. Москва, 1882 год.